твои сообщения, на самом деле, на эмоциях. Там какие-то ролики были, какие-то... Я прямо выстрелил эти все. А вот он вспомнил, слушай, столько у меня друзей чеченцев, профессоры, президент Академии наук Чечни, Чеченской Республики, Паскачев там, Джамбулат и так далее. Друзья, соратники. Потом наши дагестанцы мне тоже прислали, тебя так же нельзя. Я подумал, посмотрел, я этот второй ролик вообще убрал. А первый ролик, к нему комментарий написал, я сейчас тебе ее вышлю. Я ее выслал своим чеченским друзьям, Саид Хасану, который в Адыгее живет, Явус Ахмадов, профессор, который живет, значит, в Москве. Потом еще один Паскачева помощник есть в Москве. К нему тоже послал, сказал, я думаю, некоторые сказали, мы распространим этот мой второй комментарий, который я дал после того, как подумал. И, значит, я поспешил с оценкой на эмоциях. Деньга, один момент, Сейчас, Ибрагим, я к тебе пошлю ее, и у тебя многие вопросы снимутся. Деньга, ты я забыл спросить, ты даешь добро? У нас в группе просто все слушали эти сообщения, я записывать добро даешь мне это скинуть? Вот эти, которые первые, которые пошли на эмоциях, нет. Не, я тебе говорю, этот наш разговор могу я записывать потом, чтобы ребята услышали? Да, конечно. Хорошо. Продолжайте, извиняюсь. Можно, да? Да, говори. Да, я, значит, ассаламу алейкум, дорогие друзья. Я после того, как прислали мне один ролик, на эмоциях, на тех информационных материалах, которые скидывают все время ко мне, вот там территориальные претензии, вот там карты фальсифицируют, вот то, все другое, выдал это все ролики. А потом вспомнил, я один из создателей Российского конгресса народов Кавказа. Я один из создателей и руководителей Конфедерации горских народов Кавказа. Масса друзей, соратников чеченцев. Это начиная с профессуры, ученых, общественных деятелей, Явус Ахмадов, Саид Хасан Мусхаджиев, Джамбулат Валиев, значит, Паскачев Асламбек и так далее, и так далее. Не говоря о тех, кто в Европе, Муса Умаров. Я подумал, я не прав, так нельзя поступать. Это на эмоциях оценка, которая мне скидывает, чтобы как бы меня спровоцировать. Я попался на эту, никто сознательно меня, конечно, не провоцировал. Я исходил из того, что надо на какие-то вещи раскрыть глаза. На самом деле фальсификация история продолжается. Здесь в Дагестане тоже этим занимаются некоторые. А в Чечне занимаются достаточно активно, этой даже карты переписываются. Я Джамбулату в свое время сказал, Валиеву, он бывший министр национальной политики Чечни в Абхазии, нам надо сесть с ученым, разобраться, пожать друг другу руку, какие-то вопросы снять. Короче говоря, я выпустил ролик, плюс еще десяток известных дагестанцев ко мне позвонили, сказали, Деньга, ты такой мудрый, солидный, серьезный, тебя на всем Северном Кавказе знают, как же ты мог такое допустить, и так далее. Это и Волк-хан, это Магомед-хан в Туле, это Осман Кадиев, американский, это президент клуба Анжи, это бывший министр сельского хозяйства Сатмар Амиров, это бывший председатель Союза журналистов Дагестана Камалов Али, это Алиев Нурмагомед. Это имена известные здесь. Шехсаидов Мурат, бывший член правительства, вице-премьер. Короче говоря, дагестанцы, серьезные, солидные люди, мне дали понять, что я не прав. На самом деле, и я тоже сам об этом подумал и выпустил маленький ролик и текстовое сообщение, где разъяснил свою позицию. И считаю, что нельзя спешить в таких вещах, надо проявлять сабру,
Надо объективную информацию анализировать, а не основываться на предположениях и так далее. Там, там был текст про Хаббат и Ахмад. Значит, это вообще я убрал этот ролик и считаю, что Ахмад действительно делает нужное дело для Родины. Там фактически половина дагестанцев воюют. Это мне тоже разъяснили ребята. Значит, поэтому я чеченским друзьям сказал, наши отношения, я надеюсь, не омрачатся, первое. И второе, я надеюсь, что наше сотрудничество, как ученых и общественных деятелей Дагестана и Чечни, будет продолжаться. Это два. И прошу это все забыть. Вот я тебе на твой контакт вышлю вот это, то, что я написал, плюс заодно выразил соболезнования по случаю смерти Аслаханова Асланбека, которого я лично знал и очень уважал. Я с ним сотрудничал в 2005-2007 году, когда он был помощником, советником президента, а я у него был на общественных началах помощником по Северному